О самых заметных событиях четверга, 5 мая, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутия готовится к пожароопасному сезону. Увеличена численность лесопожарных служб. Закуплено новое оборудование и техника. Асфальтобетон, уличное освещение, светофоры и пешеходные переходы. Участок трассы в черте города Вилюйска приведут к нормативам. В Москве появилось еще одно место притяжения. Открыли павильон, посвященный воинам-якутянам Великой Отечественной войны, пока в тестовом режиме. Они дарят женщинам счастье. Профессиональный праздник отмечают акушерки. Мы пообщались с работницами роддома в Алдане. И вокальный ансамбль из Нерюнгри удивил Владивосток, чем покорили представители Южной Якутии, зрителей и жюри. На 62 километра продвинулся ледоход на реке Лени за минувшие сутки и достиг села Петропавловское в Иркутской области. У поселка Усть-Кут наблюдают основной ледоход, в районе поселка Марково – малую его часть. У Киринска фиксируют подвижки льда и разводья. Напомню, вскрытие Лены, Уленского и Алекминского районов Якутии ожидают с 4 по 13 мая. Ледоход на участке Ленск-Нюя Ленского района следует ожидать с 9 по 13 числа. На Средней Лене при этом продолжается повышение уровней воды от 5 до 15 сантиметров за сутки. Местами заметна вода на льду из окраины. Очередное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям провел Айсен Николаев сегодня. Как отметил глава Якутии, в этом году все необходимые средства доведены до муниципальных образований. Поэтому подготовку к началу пожароопасного сезона необходимо вести строго в соответствии с комплексным планом. Сегодня я хочу сказать, что мы подготовились благодаря той помощи, которая была оказана в рамках поручения президента страны, помощи Министерства природных ресурсов России. Сегодня те силы, которые у нас были даны, средства, которые были даны, все они отторгованы, люди набраны и обучены. И сегодня мы считаем, что регион к пожароопасному сезону готов. В целом Якутия активно готовится к пожароопасному сезону. Увеличена численность лесопожарных служб. Закуплено новое современное оборудование и техника. Подробнее о том, как готовятся к лесным пожарам, Александр Хавренко. Не за горами тот день, когда в Якутии начнется пожароопасный сезон. И самое главное в этот момент быть подготовленной. Якутлесоресурс в этом году подготовился к сезону очень и очень основательно. Например, в моих руках устройство, которое называется противопожарный ранец. В него входит 18 литров воды, очень удобный, эргономичный и надежный помощник в борьбе с лесными пожарами. Также для борьбы с лесными пожарами, конечно же, незаменим топор, он же мотыга. Кроме того, вот такой интересный агрегат, который называется аппарат зажигательный Ермак. Он предназначен для того, чтобы при его помощи организовывать встречный пал. Конечно, в борьбе с лесными пожарами не обойтись без современной надежной техники. За последние 3 года парк Якутлесресурса значительно расширился. Более 20 единиц новой техники помогают огнеборцам в борьбе со стихией. Вот эта машина – это гордость Якутлесресурса. Это противопожарный трактор. Он имеет ковш, сзади у него приспособление для организации борозды. Также у него есть бак для воды. И, то есть он может делать все: и тушить, и прокладывать минерализованную полосу, и доставлять экипаж, потому что, кроме всего прочего, он еще и болотоход. И вот еще новая техника, патрульный автомобиль Садко. Оборудован он баками для воды. Может перевозить 4 человека личного состава, доставлять их к месту лесного пожара. Но самое главное в борьбе с лесными пожарами – это их профилактика. За месяц до начала сезона бойцы Якутлесресурса выезжают в леса, где обустраивают просеки. Несколько километров в длину, десятки метров в ширину. Противопожарные разрывы нужны для того, чтобы оградить город от огня. Слева от меня зона контроля, справа зеленая зона города Якутска. 5 километров в длину, 10 метров в ширину. Такая просека должна защитить город Якутск от пожара, если он возникнет в зоне контроля.
И именно и главным помощником в этом деле является ручная мотопила. Подобные просеки должны опоясать столицу по периметру, чтобы спасти город от огня. Очень важно, чтобы жители города сами соблюдали правила пожарной безопасности. Не устраивали сельхозпал, не разводили без надобности огонь в лесном массиве, не оставляли непотушенные костры после пикников. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Незаконную добычу и хранение драгоценных камней пресекли в Мирнинском районе. У работника горнообогатительного комбината изъяты десятки природных алмазов общей массой 104 карата. Установлено, что мужчина занимался поиском ценностей с 2019 года. При помощи ультрафиолетового фонаря он обследовал рудники и карьеры, в которых добывали алмазы. За 2,5 года ему удалось найти 289 драгоценных камней, которые полицейские обнаружили в его квартире во время обыска. Их стоимость порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей. Также полицейские изъяли профессиональные ювелирные весы, металлоискатели и другие предметы для добычи и сортировки редких благородных минералов. Возбуждено уголовное дело. Участок дороги Вилюй в черте города Вилюйска приведут к нормативам. Сегодня управление дорог Вилюй и Рик-Автодор заключили госконтракт на проведение капремонта участка длиной 6 километров. Таким образом, в октябре следующего года, по окончании всех работ, участок федеральной трассы в черте города Вилюйска будет соответствовать всем современным требованиям. Это позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд. Сегодняшнее состояние дороги, оно находится в переходном типе покрытия. Да, мы можем сказать, что в ненормативном состоянии. Да, если углубиться в историю, значит, это буквально мы в 2020 году только приняли федеральную собственность в данный участок дороги. Начиная с 2007 года он был не в нашем видении. Поэтому, как мы передали федеральную собственность, мы начали проектно-изыскательские работы. И сегодня по результатам этих работ уже подписан контракт на строительно-монтажные работы. Работы включают замену дорожного основания с прокладкой асфальтобетонного покрытия, установку наружного освещения протяженностью 5,5 километров, 5 светофоров и пешеходного ограждения. Кроме того, в порядок приведут систему водоотведения, обустроят 10 автобусных остановок. Контракт у нас на двухгодичный. Сейчас мы уже начали перевозку инертных материалов, перевозку асфальтобетонного завода мы начнем тоже вот буквально на днях, в принципе. И планируем, что все работы, которые мы начнем, уже по демонтажу, значит, того старого покрытия, которое у нас сегодня бетонное, его мы будем осуществлять уже буквально середины мая, наверное, поэтому, и, соответственно, как будет получаться разрешение по согласованию с Якутэнерго, Ростелеком, мы начнем и покрытие. В этом году мы планируем где-то порядка километра покрытия сделать внутри центра города Вилюйска, и, соответственно, и планируем в дальнейшем, как говорится, все работы выполнить. Между тем, движение транспорта ограничат на улице вдоль озера Шорса в Якутске. Связано это с ремонтом на участке от улиц Лермонтова до Стадухина. Так, движение транспорта вдоль озера будет ограничено с 15 мая до конца октября. Отметим, что безопасное движение пешеходов в зоне проведения работ будет обеспечено. Вопросам безопасности людей во время празднования Дня Победы особое внимание уделил Айсен Николаев на пленарном совещании с Кабинетом министров и администрацией главы и правительства. Говорили и о подготовке к пожароопасному сезону и прохождению паводка. Кроме того, необходимо обеспечить реализацию мер поддержки экономики, принятых на федеральном уровне, отметил Айсен Николаев. Напомним, по поручению Владимира Путина принято решение о продлении срока уплаты страховых взносов, снижению процентной ставки по льготной ипотеке с 12 до 9%, поддержке производителей картофеля и овощей и другие меры. А ветераны тыла Великой Отечественной войны получат единовременную денежную выплату – 5000 рублей из республиканского бюджета. Помимо этого предусмотрены и другие льготы. В регионе проживают 28 участников Великой Отечественной войны и около 2500 ветеранов тыла. Хочу отметить, что в Республике Саха-Якутия действует отдельный закон о социальной поддержке ветеранов тыла и труда.
согласно которому ветераны тыла, а их у нас в республике более 2500 человек, получают отдельные выплаты, пособия, помощь от государственного бюджета Республики Саха-Якутия, такие как компенсация, 100% компенсация за санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации. Также они могут рассчитывать на выплаты на ремонт своего жилья. Сумма составляет 50 тысяч на арктические районы и 30 тысяч на оставшиеся районы Республики Саха-Якутия. В преддверии Дня Победы отдельные категории жителей Ленского района получат дополнительные выплаты. Речь идет о тружениках тыла, вдовах погибших и умерших фронтовиков, а также жителях блокадного Ленинграда. Так, в этом году вдовы погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, проживающие в Ленском районе, получат по 10 тысяч рублей. Ветеранам тыла назначена выплата в 5 тысяч. Единственная проживающая в районе жительница блокадного Ленинграда получит от района 77 тысяч рублей, традиционно по количеству победных лет. У якутян в Москве появилось еще одно место притяжения. В преддверии Дня Великой Победы в парке «Патриот» прошло тестовое открытие павильона, посвященного воинам-якутянам Великой Отечественной войны. Парк «Патриот» – это комплекс уникальных объектов, который объединил интерактивные музейные площадки, бронетехнику, авиацию. Там проходят военно-тактические игры и масштабные мероприятия, которые собирают сотни тысяч посетителей. Артефакты войны, современные технологии, настоящее погружение в историю. Павильон, посвященный якутянам в Великую Отечественную, действительно может удивить посетителей парка «Патриот». В павильоне очень много интерактива. Вот, например, панель, посвященная знаменитому Алсибу, Аляска-Сибирь. Здесь представлен путь самолетов из США на Западный фронт. Также можно увидеть, как выглядели аэропорты в 1943 году. Вот, например, наш родной Якутск, несколько одноэтажных зданий. Нажимаем Алекминск. А в Алекминске, например, вот такое двухэтажное симпатичное сооружение. Здесь представлены и Алдан, Усть-Мая, Хандыга. В общем, много информации. Также можно узнать, кто руководил этими аэродромами. Часть экспозиции посвящена знаменитым якутянам-снайперам. Здесь можно познакомиться и с биографиями наших героев Советского Союза, а также увидеть, как жила наша республика до войны и как помогала в тылу. Например, снабжала фронт рыбой. А если захотите отдохнуть, то можно пойти в кино. В павильоне есть кинотеатр. Здесь транслируются документальные, художественные, якутские фильмы о Великой Отечественной войне. Вот сейчас идет картина Дмитрия Кольцова «Рядовой Черен». Причем разделы павильона будут существенно дополнены в ближайшее время. Действительно, некоторые моменты еще требуются доработки и уточнения. В первую очередь требуется доработка по глубине материала, по охвату, например, таких направлений, как экономическая компонента. Ведь республика внесла вклад не только по обеспечению продовольствием, но и такими стратегически важными природными ископаемыми, такими как хрусталь горный, золото, олово и многое другое. Но даже неполная экспозиция впечатляет. Ее первыми посетителями оказались наши земляки, обосновавшиеся в столице. Как говорят, что народ, не знающий своей истории, у него нету будущего. Так что вот я считаю, что это то, что вот якутяне вот такой потрясающий павильон со всеми современными технологиями сделали. Это просто низкий поклон нашим якутянам, молодым людям. Тем более молодые люди это сделали. Вот это меня очень потрясло и обрадовало. Также в павильоне есть раздел, посвященный якутянам, которые сражались в русско-японской войне 1904-1905 годов и во времена Первой мировой. Там представлены интересные факты, документы и биографии наших земляков, которые оказались на передовой. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Московская область. Идем далее. 100 новых глюкометров российского производства и запас тест-полосок к ним вручили сегодня ветеранам труда и пожилым пациентам с диабетом в клинической больнице номер 3. В этой поликлинике с диагнозом диабет первого и второго типа наблюдают порядка 900 человек. Врачи отмечают, что диабет – опасная болезнь прежде всего своими осложнениями, поэтому больным жизненно важно ежедневно проводить контроль уровня сахара. Новые измерительные приборы дешевле иностранных аналогов, не уступают по качеству и вполне могут заменить зарубежное производство. На первом этапе региональный Минздрав закупил 3000 глюкометров, а к столетию Якутии производитель продублировал инструкцию на якутском языке. Неожиданно оказалось. Мы, конечно,
приятно удивлены и рады, что нам столько внимания и заботы уделяет. У меня большой стаж диабетический, мне контроль обязателен. И я бывает, что обязательно делаю не только ежедневно, у меня бывают контрольные дни, которые я 7-8 раз измеряю. И для меня это острая необходимость. Я без этого не могу. Вот я сейчас хочу обязательно вот это опробовать и обязательно дам оценку. Медицинским работникам роддома роженица доверяет свою жизнь и жизнь малыша. И основная задача, возлагаемая на коллектив – обеспечить безопасность матери и ребенка. Сегодня профессиональный праздник отмечают акушерки. Тех, кто дарит женщинам счастье, поздравила Татьяна Вахнина. Смена у Марианны Новиковой выдалась сравнительно спокойной, однако дел было много. В настоящее время она исполняет обязанности старшей акушерки родильного отделения Алданской ЦРБ. В роддом Марианна пришла работать в 1994 году. Сколько малышей приняла за период профессиональной деятельности, акушерка не скажет, она просто сбилась со счета. Поначалу, если считала, так ради интереса, сейчас-то уже нет. Коллега Марианны, Анна Трофименко, приступила к работе акушеркой четверть века назад. В акушерско-гинекологическую службу она не шла целенаправленно. В роддом юная Аня была распределена после окончания медучилища. Профессия захватила сразу. От боли у нас никуда не уйдешь, конечно, но у нас боль проходящая. И, как сказать, и вот на руках это счастье сначала акушерки, потом у женщины. Боль забывается, остается одно счастье. В фельдшерско-акушерских пунктах, поликлиниках и стационарах Алданской центральной районной больницы работают несколько десятков акушерок. Сотрудницы амбулаторной службы помогают женщинам подготовиться к вынашиванию ребенка, наблюдают за самочувствием будущей мамы и дают рекомендации по сохранению беременности. Неоценима роль акушерки при родовспоможении. В акушерском отделении Алданской городской больницы работают высококвалифицированные акушерки, которые стремятся всегда узнать что-то новое. Они всегда с порога встретят вас с улыбкой, с пониманием. Высокий профессионализм и ответственность наряду с безграничной чуткостью, деликатностью и милосердием. Пожалуй, таковы основные профессиональные черты родопомощниц. Большинство акушерок Алданской ЦРБ отдали профессии не один десяток лет и охотно делятся опытом с молодыми коллегами. У нас есть акушерки с таким стажем работы, что они принимали детей, потом эти дети уже выросли и пришли рожать своих детей, а акушерки остаются те же. 5 мая акушерки отмечают свой профессиональный праздник. Наверное, каждая женщина, имеющая детей, помнит тех медработников, которые в буквальном смысле поддерживали ее, помогая ступить на путь материнства. И особенно много значат сильные, ласковые и заботливые руки, положившие маме на грудь самое бесценное сокровище – ее сыночка или дочку. Татьяна Вахнина, Алдан. Народному учителю Советского Союза Михаилу Алексееву сегодня исполнилось бы 105 лет. За вклад в развитие системы образования региона Исаак Николаев возложил цветы к его монументу. Он расположен на бульваре Учителя. Михаил Андреевич – основатель первой в республике школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и вдохновитель физико-математического движения в республике, реформатор образования, новатор профильного обучения 60-х годов прошлого века. Его последователи – это учителя, которые учились у него, многие специалисты, которые проходили его школу, можно, и жизни школу, и непосредственно как у учителя, у преподавателя. Сегодня продолжает трудиться в разных сферах народного хозяйства нашей республики, поддерживают его идеи, обобщают его труды. Я очень надеюсь, что это будет иметь продолжение. Преданность делу в канун Дня радио отмечены лучшие журналисты Якутии. Сегодня министр инноваций Анатолий Семенов, журналисты и ветераны почтили память известного радиожурналиста, героя Советского Союза Николая Кондакова. Николай Алексеевич проработал на республиканском телевидении более 30 лет. А вообще с 2015 года стало традицией в канун Дня радио отмечать лучших журналистов и работников теле- и радиовещания. И особенно приятно, что наш коллега, шеф-редактор телеканала «Якутия-24» Афанасий Сивцев удостоен звания «Отличник телевидения и радиовещания Якутии». Хоть и интернет, но все равно ради это первее всего нужно и водителям, наверное, и вот в деревне, которые живут люди, вот
где на фермах, где кто косит, вот так. Ага, вот они постоянно с этими радиоприемниками ходят. Поэтому и они впервые они слышат новости по радио. Также ежегодные стипендии имени Николая Кондакова поощряют учеников Жемконской средней школы, названной его именем. Национальная вещательная компания отмечает талантливых и одаренных детей в сфере журналистики. В этом году сертификат вручили ученице 11 класса Аэлите Михайловой. И каждый год в этот день мы даем стипендию лучшему ученику средней общеобразовательной школы Жемконского района, школы Николая Алексеевича Кондакова. И хочу отметить, что эта традиция уже больше 10 лет, и те выпускники, которые получали стипендии от НВК САХА, они все поступают в высшие учебные заведения, да, с гордостью носят имя Николая Алексеевича Кондакова. Поэтому отрадно, что каждый год Жемконский район приезжает к нам на это мероприятие. Танцуют в стиле хип-хоп, исполняют народные танцы, смешивают танцевальные элементы. Об этом говорит руководитель новой танцевальной студии «Ленска». В день танцев они получили награду и, конечно, массу положительных эмоций. Анна Кожевникова посетила концерт. Яркие и неповторимые юные воспитанники Екатерины Романовой на сцене очутились впервые, а вот старшая группа уже имеет опыт выступлений. Но волнения никто не отменял. Главное, считает руководитель, это приобретаемый опыт и детские эмоции. Для меня всегда очень волнительно, независимо от того, первый это выход, 101-й это выход. Ну, конечно, да, это громко сказано, 101-й, но тем не менее у нас есть уже опыт выступлений. И каждый раз, когда мои дети переступают порог нашей, любой сцены, я чувствую, что мое сердце начинает биться быстрее. И каждый раз, когда я вижу их довольные лица от того, что дети получают удовлетворение, я всегда чувствую, что я довольна выступлением. Коллектив работает в разных танцевальных техниках в зависимости от намечаемого мероприятия и вдохновения руководителя. Это может быть и стиль хип-хопа, а могут быть и народные танцы. Сейчас, после долгого времени пандемии, у юных артистов появилась возможность блистать на сцене хотя бы раз в месяц. Занимаюсь я 1 год, выбрала это направление, потому что мне интересны такие эффективные, очень резкие танцы. Вот этот концерт чем понравился, может? Понравилось, что у него много номеров, много разных танцев, и можно подсмотреть себе что-то для себя еще. У Екатерины 2 группы. Это дети в возрасте от 5 до 8 лет и от 9 до 14. К каждому необходимо найти свой подход. Но, как поделились маленькие танцоры, руководитель у них не строгий. Даже если это мама. Одна из воспитанниц – дочь Екатерины. В этот день она дебютировала на сцене. Я вся маму танцую. А мама строгий преподаватель? Не строгий. Я уже давно занимаюсь танцами. А выступаешь уже не первый раз на сцене? Первый раз. Мне понравился концерт. А это то, что остается за кадром. Так усиленно и эффективно проходят тренировки, где каждый выкладывается по полной, чтобы потом на сцене безупречно выполнить все танцевальные элементы. А впереди маленьких артистов ждет изучение новых танцевальных па и, конечно, выступление на большой сцене. А концертная программа в мае обещает быть насыщенной. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 12-й всероссийский конкурс «Танцеворот» встретил нерюнгринцев в городе Владивостоке. Участники вокального ансамбля «Маринад» стали лауреатами различных степеней. Чем покорили представители Южной Якутии, зрителей и жюри, расскажет Ирина Кичигина. С 2015 года «Маринад» прочно занимает свое место на нерюнгринских концертных площадках. Ребята от 12 до 18 лет исполняют песни в самых разных жанрах – народные, стилизованные, эстрадные, современные. На конкурсе «Солнцеворот» в номинации «Стилизованное пение» коллектив представил 4 номера. Итог – 2 диплома 3-й степени и по 1 2-й и 1-й степени. В Нерюнгри ансамбль ждал теплый прием с честью и словами благодарности.
Сегодня мы постарались почествовать наших ребят, пригласили их в малый зал, пригласили представителей городской администрации, администрации Центра культуры и духовности, телевидения, вручили им подарки, призы, и всевозможные теплые слова сказали и родители, и творческие люди в том числе. Руководитель ансамбля Марина Трубникова на конкурсе представила себя не только как талантливый вокалист и музыкант, завоевав первое место в номинации «Соло», но и как мастер на все руки. Костюмы, придуманные ей и сшитые совместно с ребятами, принесли еще один диплом второй степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Всю идею я долго-долго вынашивала, вот эта вот история с джинсами. Собирали всем миром. Вот. Ну и отшивали. Это такой микс народного направления с современным. Пуговочки, тесемочки на джинсовой основе. А верх у нас такой народный в цветочек весь, интересный. Участники ансамбля благодарны руководителю за тот опыт, который они получают, умение организовать работу и раскрыть творческий потенциал всего коллектива. Спасибо большое Марине Юрьевне за то, что она это организовала, нас сводила. Вложила в нас так много своей энергии, сил, времени потратила очень много. Спасибо ей большое. Ой, ниточка тоненькая, мотовилица зелененькая. Ой, дувай, дувай, да, дувай, да. Ой, дувай, дувай, да, дувай, да. Теперь копилка достижений Маринада пополнилась новыми дипломами, подтверждающими высокий уровень вокального мастерства и творческого подхода к своему делу. А репертуар, проверенный высокими требованиями профессионалов, будет радовать нерюнгринцев на всевозможных праздниках, концертах и мероприятиях. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.